Рентген-аппарат Очимчирской центральной районной больницы вышел из строя 2 года назад. В условиях сложной эпидемиологической ситуации пациентов приходилось отправлять на обследование в Сухумскую инфекционную больницу. Новый аппарат уже установлен в учреждении, проведены и первые исследования. На самом деле были трудности, у нас не было такой возможности проводить это обследование здесь на месте. Тем более на сегодняшний день, когда пандемия, и не обходится осмотр пациента без рентген-снимков, мы вынуждены были своих пациентов собирать по несколько человек, сажать в машину скорой помощи, отправляли в инфекционную больницу, где стоит флюорограф. И там они проходили это исследование, потом эти снимки приходили нам на телефон, и мы получали информацию. 2 дня, как нам привезли новую установку «Электрон». Установили его, 2 дня мы работаем на нем. Пока все понятно, все хорошо, удобно, очень хорошо смотрятся снимки на экране. И, конечно, мы очень довольны. Хотелось бы выразить огромное спасибо всем тем, кто дал нам такую возможность и облегчил нашу работу. Новое оборудование получила и Тхуарчалская ЦРБ. До этого здесь использовали старый рентген-аппарат, снимки которого были плохого качества. 22 декабря нам привезли рентген-аппарат, 25-го уже приехали и монтировали его, собрали, провели, с нами работу, как ввести его в эксплуатацию. И по завершению, строительных работ, именно рентген-кабинета, так как баритовая штукатурка еще не завершена, отделочная работа, будет он уже введен в эксплуатацию. Хотелось бы поблагодарить руководство страны, Министерство здравоохранения, мэра города за оказанную помощь. Всем известно, какая проблема с коронавирусной инфекцией. Пациентам удобно будет проходить рентгенографию в районе на месте. 11 сел относятся к нам, и все пациенты обращаются к нам. Поэтому для нас как раз актуально было. Похожая ситуация была и в Гулрыбшской ЦРБ. Благодаря помощи Министерства здравоохранения здесь также установлены новые рентгенографические и ИВЛ-аппараты. Мы получили рентгеновский аппарат переносной, палатный так называемый, но он многофункциональный, очень хороший аппарат, мы его можем использовать для проведения обследований в таком массовом количестве, потому что этот аппарат очень хороший, и работоспособность, и хорошее обслуживание, и это аппарат нужный, самое главное в наше время, тем более, когда эпидемия идет, много обследований надо проводить, и этот аппарат очень даже нужный и полезный для нас, для больницы. Дыхательный аппарат мы получили, этот дыхательный аппарат многофункциональный, он не только дыхательный аппарат, но и наркозный аппарат, очень хороший, новый. Это весьма хорошая помощь от Минздрава к нам. И я думаю, что это все будет использоваться только на благо, не только на благо, очень эффект будет большой. На днях рентген-аппарат получила и Сухумская городская инфекционная больница. По словам исполняющего обязанности главврача медучреждения Астамура Гуния, теперь предстоит провести ремонт помещения, где будет установлен аппарат, а также собрать его. Буквально на днях я получил рентген-аппарат. Его надо смонтировать, и помещение, где аппарат должен стоять, тоже надо оборудовать, чуть-чуть отремонтировать и оборудовать. По срокам не могу сказать, конечно, в ближайшее время глава города обещал отремонтировать это помещение. Я думаю, что после Нового года в течение недели-двух, наверное, будет сделано. И установим рентген-аппарат. Насчет рентгена у нас особых проблем не было. Эта установка мобильная, это рентген-комплекс. У нас и стационарные больные, которые лежат, и амбулаторные больные, они спокойно поднимаются и снимают свою грудную клетку. Но это не наше оборудование, это оборудование республиканской больницы. Теперь, скорее всего, они заберут, как мы установим свой рентген-аппарат. На сегодняшний день в Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19. Среди них есть и тяжелые. По настоятельной просьбе главврача 30 декабря больница также получила еще 2 аппарата искусственной вентиляции легких, которые пока не установлены. Теперь в больнице 4 аппарата ИВЛ.
Их тоже надо доукомплектовать, собрать, поставить. И я думаю, что они в течение суток-двое будут уже в ходу, будут работать. У меня сейчас в наличии 2 аппарата, вот еще 2. То есть в общем у меня будет 4 аппарата ИВЛ. Это большая проблема, потому что больные, которые тяжелеют, их надо сажать на искусственную вентиляцию легких. При отсутствии аппарата их транспортировать надо в Гудаутскую ЦРБ, в реанимацию. Но не всегда там есть место, как правило. Там даже дополнительные кушетки у них стоят, то есть где должно лежать там 20-22 человека, лежит намного больше. Колоссальная нагрузка. Естественно, и качество оказываемой помощи тоже страдает в таком случае. Вот, поэтому хотя бы 4 аппарата ИВЛ уже какой-то небольшой выход из положения. На сегодняшний день в Гагарской ЦРБ находится 45 ковид-положительных пациентов. Из них 5 в тяжелом состоянии. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице также установлены новые аппараты. Из Минздрава также мы получили аппараты ИВЛ в количестве буквально недавно. Но, к сожалению, у нас на базе Гагарской больницы наладить реанимационные койки пока не представляется возможным ввиду того, что у нас нет реаниматолога. У нас есть один реаниматолог, который на сегодняшний день сам ковид-положительный, проходит лечение у нас в стационаре. Поэтому все, что необходимо в отделениях, больные получают. Безусловно, новое оборудование заметно облегчит работу медиков и позволит более эффективно проводить диагностику у пациентов с COVID-19. Шазина Ханагу, Амра Заранти, Аляс Карсая, Ильдар Дамиров, Инала Гухава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.